500 000 рублей и всего чуть более полугода потребовалось газовикам, чтобы сделать невозможное. Вернуть буквально из небытия воздушную гавань в самом центре республики. Еще год назад стоял вопрос о полном закрытии Ухтинского аэропорта. Внимание требовала и взлетка, и само здание. И вот результат. Поставим новые стойки, здесь будет зона досмотра, ну и здесь зона регистрации. Кассы, справочные, все вот в этом расположено. Кстати, стоит машина для уборки, для влажности. Чтобы очень большие, мы приобрели тоже и подарили аэропорту. Главное, чтобы сейчас пользовались. Вот. Мы посмотрим, может еще одну купим, чтобы с этажа на этаж не таскать. Александр Гайворонский лично демонстрирует главе Коми обновленное здание аэровокзала. Неудивительно, ведь все работы на объекте вели подрядные организации газовиков под постоянным контролем генерального директора «Газпром-Трансгаз Ухта». Обновлен не только фасад, все здание в целом. Ремонт водосточной системы кровли и замена окон. Реконструкция водопроводных, канализационных, тепловых и электрических сетей. Новая пожарная сигнализация, вентиляция и система видеонаблюдения. Голосовое информирование пассажиров и контроль доступа в особые зоны. Есть даже лифт на 2-й этаж. В доступной среде повышенное внимание. И среди всего этого современного многообразия частичка души. Понос тех самых времен, когда аэровокзал в Ухте еще только появился. Сохранили чеканку историческую, вернули на ее историческое место. Автор, кстати, живет в Сыктывкаре, поэтому мы ему все продемонстрировали, под его надзором все это восстанавливалось. Поэтому вернули на историческую. Сказал, что лучше, чем я сделал, когда мне было 25 лет. Из воздушной гавани в Шудаяк. Там располагается местная городская больница. Впрочем, по факту это уже давно межтерриториальный медицинский центр. Здесь проходит лечение жителей 8 ближайших муниципалитетов. Между тем, здание уже давно требовало ремонта, и газовики снова пришли на помощь. На 112 миллионов рублей здесь также за неполный год обновили онкологическое и лор-отделение, а еще кабинеты функциональной диагностики и инфекционный корпус. В каждом боксе своя ванная, санузел и отдельный выход на улицу. Сейчас на данный момент в отделении лежит 63 человека. Здравствуйте. Около 50 только с воздушно-капельным ОРВИ, гриппа 2 вопроса. Подтверждено несколько случаев гриппа у нас. H3N2 гонконгский сезонный, так что везде лежат. Помещения преобразились. Кое-где произведена частичная перепланировка. Деревянные окна и двери заменены на пластиковые. Обновлены кровля терапевтического корпуса и система электроснабжения. А еще осветительные приборы, канализация, водоснабжение, отопление и вентиляция. Кроме того, установлено 3 современных лифта. Но самое главное, новые комфортные условия способствуют более качественному лечению. И, что особо важно, сокращению очередности. Очередь снижается? Очередь был почти в республиканской клинической больнице детской. Там почти до полугода доходило, да? До 2 лет даже. Но у нас 2 месяца получается максимум. Увиденным глава Коми остается доволен и отмечает, работы в этом году также будут продолжены. Ремонт ждут все оставшиеся отделения больницы, всего их 6, а еще и административный блок. Эти помещения в ходе рабочего визита Сергей Гапликов и Александр Гайворонский также внимательно осмотрели. Больница действительно большая, можно сказать, она выполняет функции, в том числе и межтерриториального центра медицинского, поэтому все постепенно будет приведено в порядок. На этот год будут выделены определенные средства, уже есть договоренность с руководством «Газпрома», вот с Александром Викторовичем мы ожидаем соответствующего подписания соглашения. Как будет подписано соглашение, будут выделены деньги, и Александр Викторович вместе с подрядной организацией, конечно, будет дальше заниматься вопросом восстановления. Параллельно республика продолжит закупать в обновленную больницу технику и мебель. Часть оборудования приобретут в рамках национального проекта, часть по другим профильным программам. Причем как для диагностики, так и для проведения операций. Я хочу, пользуясь случаем, Сергей Анатольевич, поблагодарить вас и министра здравоохранения Дмитрия Борисовича Березина за то, что действительно пошли навстречу и вот помимо ремонта оснастили еще современным оборудованием. Сейчас здесь и людям приятно работать, и больным, в общем-то, не скажу, что приятно болеть, но мы все прекрасно понимаем, рано или поздно с каждым из нас это случается. Александр Ильич, это совместные усилия, совместная работа, и без этого то, что делаете вы непосредственно, и то, что нам помогает «Газпром», ну, понятно, что это не полное, и нужно, конечно, выполнять все взятые обязательства. Поэтому и дальше будем в таком ключе работать. Из Ухты соседний Сосногорск. Здесь первым делом глава спешит в гости к юному Кириллу Жаренкову. Это 10-летний мальчик, участник всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». На Новый год он загадал в подарок новую инвалидную коляску. Сергей Гапликов желание исполнил. Городской музей и центральную библиотеку имени Якова Ручева. Ну, то есть как бы у ребенка есть возможность куда-то выйти, общаться и развиваться. Поэтому вот огромное спасибо
вот общими усилиями, вот мы как родители прикладываем максимум усилий, и вот стараюсь подключать тех людей, чтобы ребенок развивался, чтобы он общался, чтобы он не сидел в 4 стенах. Ладно, успехов, Да. управляйтесь, Будем стараться. становитесь на ноги. Да. Ну а после снова насыщенная рабочая программа. В Сосногорске полным ходом идет возведение нового здания железнодорожного вокзала. Строительство строго по графику. Сейчас на очереди утепление фасада, монтаж кровли и инженерных сетей. Началась и внутренняя отделка. И это при том, что старт работ пришелся на март прошлого года, когда в основании будущего вокзала был заложен первый камень. Модульное, конечно, строительство. Это. За ним перспективы будут. Да. Вообще это пилотный проект на все ОЖД вокзальных комплексах. Ситуация следующая. На данный этап. Кабельные линии проложены в полном объеме, вентиляция проложена в полном объеме. И, в принципе, бетонность по внутренним отделке 70%. Сейчас готовы провести, показать, какой функционал здесь есть. Пожалуйста, ну это просто чудо. Обновленный вокзал Сосногорска планируется открыть уже к концу этого года, а тем временем в новом плавательном бассейне Аюва уже совершают заплывы местные пловцы. Физкультурно-спортивный комплекс был построен в рамках реализации апрельских поручений главы Коми. Для посетителей он был открыт 8 декабря прошлого года и всего за месяц принял больше 1000 посетителей. Заработала здесь и своя секция спортивного плавания. Общее количество будущих воспитанников – 120 детей. В январе бассейн на некоторое время закрывали на регламентные работы, но сейчас он уже снова в штатном режиме. Любовь Лапина, Николай Богданов, Дмитрий Плонин, телеканал Юрган.